Далее представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в республике. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Лена Николаевна, здравствуйте. О текущей эпидситуации. Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки госпитализировано 45 человек или 4,4% от общего количества выявленных 1019 случаев. Из них 30% это жители города Якутска. В районах республики 70%. На 24 февраля лечение в амбулаторных условиях получают 92% пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В стационарах получают лечение 8%. Хочется отметить, что на сегодняшний день помимо штамма омикрон циркулирует штамм дельта. В 40% случаев этот штамм вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы не у вакцинированных пациентов. Первым компонентом привиты 593 566 человек. Это составляет 82,8% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 59,3% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в следующих районах: Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Аймяконском и в городе Якутске. Необходимо отметить, что надо в срок проходить повторную вакцинацию, то есть ревакцинацию, так как это создает устойчивый иммунитет. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его основные темы. Акция «Безопасный лед» проходит в Якутии. Инспекторы ГИМС напоминают о правилах безопасности. Перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле для якутян с этого года. Чемпионат Дальнего Востока по вольной борьбе пройдет без зрителей. Об этом стало известно после смягчения антиковидных мер. Инспекторы ГИМС напоминают правила безопасности на ледовых переправах. В рамках акции «Безопасный лед» инспекторы ГИМС Мегино-Кангаласского района просят водителей пользоваться официальной переправой на реке Лене. Общая протяженность автозимника Якутск-Нижний Бестях, относящегося к федеральной трассе Колыма, составляет 12 километров, грузоподъемность до 40 тонн. Для регулирования движения автомобилей установлены дорожные знаки и информационные щиты, проводится круглосуточное дежурство. Автозимник официально открыт до 15 апреля этого года. Несанкционированные переправы таят в себе опасность, может выйти наледь. Нужно не забывать, что лед – это замерзшая вода, могут быть пустоты. Пожалуйста, не рискуйте, особенно те, кто перевозит пассажиров, старается, не рискуйте ни своей, ни чужой жизнью. До конца года 20 тысяч тонн мусора вывезут из 3 поселков Устьянского района Якутии. В прошлом году с поселка Тикси началась реализация федерального экологического проекта «Чистая Арктика». По итогам прошлого года из Булунского района силами волонтеров, местного населения и Минобороны России собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины и пластика. В текущем году работа по очистке арктических территорий и привлечению промышленных компаний к экологическим проектам, реализуемым в Якутской Арктике, продолжается. С этого года для якутян перевод машин с бензина на газ станет на 90% дешевле. Минпромгеологии региона предложила субсидировать большую часть затрат населения на переоборудование. Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10% от стоимости перевода техники на газ. Такое решение, принятое властями Якутии, позволит жителям республики существенно сэкономить на топливе. Сегодня цена бензина в среднем по России составляет 50 рублей за литр. Стоимость природного газа на российских заправках составляет около 20 рублей. Получить субсидию можно будет через авторизированные центры по переоборудованию, которые в скором времени пройдут аккредитацию. Как сообщили в региональном министерстве, субсидией можно будет воспользоваться уже со 2-го квартала этого года. Данная мера по переводу транспорта со столь значимой субсидией в 90% для наших автолюбителей
востребовано население. Мы это уже видим сегодня по откликам в социальных сетях. Как получить? Обратиться в авторизованный центр. И человеку не придется ходить, заниматься массой бумажек различных, разрешений. Это уже ложится на сам авторизованный центр. Эту работу мы сейчас уже организовываем. А пока автолюбителей прошу ознакомиться, что значит перевод техники на метан, какая выгода. Самое значимое, посмотрите на цены на наших заправках. Столь значимая поддержка, которая одобрена и поддержана Сергеевичем Николаевым, действует только у нас в Якутии. В регионе предусмотрены новые меры господдержки на заготовку мяса. Ранее субсидия предусматривала 5 лет назад, но в связи с отсутствием финансирования была приостановлена. Но с этого года ее возобновили и утвердили сумму ставки субсидий на 1 килограмм мяса говядины и конины. В общей сложности из республиканского бюджета на эти цели выделено более 74 миллионов рублей. Отмечу, что в регионе обеспечение местной и мясной продукции составляет 27% от общего количества. Это показатель до 2024 года должен вырасти в несколько раз. Поддержки именно заготовки мясного направления. Это говядина и конина. Общий совокупный объем финансирования составляет порядка 74 миллионов рублей. И общий объем мяса и говядины и конины – это порядка 1100 тонн мяса. Ставка говядины утверждена в сумме 70 рублей. Господдержка. Ставка конины на 1 килограмм 60 рублей. Порядка 800 тонн – это заготовка говядины, порядка 300 тонн – это заготовка конины. Сейчас определяется муниципальных районов заготовителей по заготовке мяса. Это где-то в среднем будет порядка 15-20 заготовителей по мясу. Общее поголовье в хозяйствах увеличивается в Тампонском районе. Оленеводством занимаются 4 кочевые семейно-родовые общины и крестьянско-фермерское хозяйство. Подробнее в сюжете наших коллег. По итогам 2021 года поголовье оленей СПК «Фактория Тампо» составляет 6883 оленя или 102% к годовому плану. Самое многочисленное стадо – 961 олень в кочевой семейно-родовой общине имени Петра Погодаева. За ним следуют общины имени Михаила Лебедева – 534 рогатых и имени Гаврила Голикова – 127 оленей. В крестьянско-родовой общине Малтыркан – 51 голова, в крестьянско-фермерском хозяйстве Виктории Лебедевой – 400 оленей. С республиканского бюджета предусмотрено 43 миллиона на развитие оленеводства. Данная сумма будет направлена 5 оленеводческим хозяйствам. А с муниципального бюджета будут направлены более 3,5 миллионов рублей на развитие оленеводства. Туда входит проведение двухразовой корреализации, создание устойчивой связи с оленеводческим хозяйством, это приобретение сим-карт, также на борьбу с хищниками. В прошлом году родились 1446 тугутов. По итогам зимнего пересчета в живых остались 1057. Потеря оленей составила 229 голов. По словам оленеводов, большой урон наносят хищники. В прошлом году от волчьих клыков погибли 709 копытных. Тогда же уничтожен 21 волк. Но пока численность зубастых стай остается на одном уровне. По информации хозяйств, сегодня насчитывается 60 волков. Для борьбы с хищниками из районного бюджета выделяются средства. На этот год предусмотрено 600 тысяч рублей. 10 тысяч рублей за шкуру. Мария Винокурова, Тампонский район. «100 лучших общественных инициатив» вошли в новое издание, которое презентовали в историческом зале Национальной библиотеки. Книга посвящена столетию якутской автономии. В ней напечатаны фотографии и содержательная характеристика лучших работ, объектов, построенных силами якутян с 2016 года. Это скверы, памятники, мосты. Из них 100 лучших проектов отобрали сами жители республики через интернет-голосование. Всего провели 6 конкурсов, поступили 194 общественные инициативы из 28 муниципальных образований. Автор издания Линда Иванова. Общий тираж – 1500 экземпляров.
по инициативе общественности республики было издано постановление о конкурсе 100 лучших общественных инициатив. И по итогам конкурса изначально было, конечно, инициировано, что 100 лучших отобранных проектов войдут в книгу к столетию Якутской ССР. И в течение 2021 года, в прошлом году, начали составление книги, и сегодня мы эту книгу презентуем. Ко Дню защитника Отечества мастерицы объединения «Уран-ИС» совместно с компанией «СХ-Булт» проводят выставку. Посетители смогут увидеть мужские и зимние костюмы. Всего представлено 15 комплектов, как охотничьих, так и меховые костюмы для мужчин, женщин и детей. В экспозиции есть и костюмы народов Севера – эвенов, эвенков, долган и юкагиров. Эксклюзивность представленных работ заключается в воссоздании традиционного убранства XVIII века. Эскизы костюмов созданы после археологических раскопок. И здесь мы представили мужские виды одежды, промысловые и нарядные одежды, которые носились в XVIII, XIX и, конечно, будут носиться в XXI веке. И, конечно, в дальнейшем у нас есть планы, тоже вот с акционерной компанией «СХ-Булт», представить якутские праздничные костюмы перед ИСЭХом. Спортивные мероприятия, включенные в календарный план Минспорта Якутии, пройдут без участия зрителей и без предварительного согласования с региональным Роспотребнадзором. Об этом стало известно после смягчения антиковидных мер. Одно из первых мероприятий – это чемпионат Дальнего Востока по вольной борьбе. Он пройдет 25 и 26 февраля в спорткомплексе «Триумф». В чемпионате участвуют 11 регионов. Соревнования проведут без зрителей. Наша команда подготовилась к этому турниру очень серьезно, потому что этот чемпионат является отборочным к чемпионату России. Но состав у нас более 60 спортсменов будут участвовать. Те, которые получили в прошлом году с 1 по 5 место чемпионата России, с 1 по 5 место на международном турнире Яригна, у них уже есть путевки на чемпионат России. И кто не получил путевки там, они будут все бороться в этом чемпионате. На этом все. Оставайтесь на Якутии 24.